Добрый день, уважаемые наши зрители! В рамках республиканского проекта «Музыка для всех» продолжает свою деятельность творческий проект рояля «Волшебные звуки» отделения фортепиано детской школы искусств номер 2 города Якутска. Мы рады продолжению сотрудничества с коллективом библиотеки 3D. Сегодня мы представляем вашему вниманию лекцию-концерт, посвященную фортепианному творчеству трех якутских композиторов. Произведение для фортепиано составляет наиболее многочисленный раздел камерной инструментальной музыки. Среди фортепианных сочинений якутских композиторов много детской музыки. Здесь выделяются произведения концертного плана, вызывающие интерес как исполнителей, так и слушателей. Сегодня эти произведения представят юные музыканты, обучающиеся на отделении фортепиано детской школы искусств номер 2 города Якутска. Композиторская школа Якутии – одна из самых молодых. Начало ее деятельности относится к концу 30-х годов 20-го столетия. Одним из ярких представителей композиторской плеяды, приезжавших и работавших в середине прошлого века, был Грант Арамович Григорян. Он родился 13 апреля 1919 года в Сухуми в семье народных учителей. Музыкальное образование получил в Бакинском училище, затем в 1939 году поступает в Московскую консерваторию имени Петра Чайковского в класс композиции профессора Евгения Кирилловича Голубева. Через месяц занятий его призывают в армию на Дальний Восток. В армии Грант Арамович знакомится с молодым солдатом, якутским певцом Львом Поповым. Эта дружба стала первой нитью, связавшей Гранта Григоряна с Якутией. После демобилизации в 1946 году он возобновляет учебу в консерватории. После окончания консерватории, уже работая старшим редактором московского телевидения, поддается уговорам якутских друзей Льва Михайловича Попова, Февронии Алексеевны Баишевой, Галины Михайловны Кривошапко и в 1953 году приезжает на работу в Якутский радиокомитет. За годы жизни и творчества в республике с 1953 по 1962 годы композитор внес огромный вклад в развитие якутской музыкальной культуры. Используя якутские мелодии, он создает оперу «Луакут и Нюргун», балет «Камень счастья», оперетту «Цветок севера», ораторию «Праздничная Якутия», симфонии, концерт для скрипки с оркестром и многие другие произведения. В Якутске он преподавал в музыкальном училище, стал инициатором открытия и в 1956 году возглавил отделение теории музыки. Его учениками были одаренные якутские мелодисты Захар Винокуров, Николай Бойлохов, Георгий Никифоров, Ольга Иванова, Захар Степанов, Тимофей Стручков и другие. Каждый из них внес свою лепту в развитие музыкального искусства своего народа, а двое – теоретик Федот Аргунов и первый профессиональный композитор Захар Степанов – стали членами Союза композиторов СССР. Григорян по праву считается зачинателем якутской фортепианной музыки для детей. Для этого он написал циклы маленьким якутским музыкантам, альбом для юношества, размышления на берегах Лены. Фортепианный цикл маленьким якутским музыкантам был написан в 1956 году и издан в 1968 году. Он состоит из 16 небольших произведений, различных по содержанию, характеру и размеру. Темы фортепианных пьес – события, случающиеся в детской жизни, игры, природа, портреты человеческого характера, сказки, фольклор. Есть сборники и пьесы танцевального характера, которые демонстрируют медленное начало кругового танца осохой, призывающего людей к танцу.
Иванова Полина Николаевна, первая женщина-композитор из народа Саха. Она принадлежит третьему поколению композиторов Якутии. Родилась 1 июля 1951 года в поселке Нюрба Нюрбинского улуса. Музыкальное образование получила в Республиканской детской музыкальной школе-интернат по классу фортепиано у заслуженного работника культуры нашей республики Анны Алексеевны Поповой. Затем училась в Якутском музыкальном училище на отделении теории музыки у заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутия, композитора Германа Никандровича Комракова и музыковедов Аллы Юрьевны Лукиной, Галины Григорьевны Алексеевой. На отделении специального фортепиано у заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Майи Ивановны Ивановой. Композиторское образование получила в Уфимском государственном институте искусств в классе профессора, народного артиста СССР Загира Гариповича Исмагилова. Трудовую деятельность начала в 1972 году в Нюрбинской детской музыкальной школе. В 1977 году была назначена директором Малакайской детской музыкальной школы. Работала преподавателем по классу фортепиано в Якутской городской детской музыкальной школе. В 1992 году принимала самое активное участие в организации Высшей школы музыки, где вела класс композиции. В 1989 году Полина Николаевна стала членом Союза композиторов СССР, лауреат премии «Алампа» в номинации «Лучший композитор» 2021 года. Основными ее произведениями являются опера «Зеленое волшебство», балет «Аланхо. Нижний мир», поэма-кантата «Ледовое море» для хора и симфонического оркестра, чтеца и солиста, симфоническая поэма «Предание», соната для фортепиано, 12 маленьких пьес для фортепиано, которые посвятила своей первой учительнице Анне Алексеевне Поповой. В 2007 году вышел сборник фортепианных произведений Полины Ивановой для детей под названием «Музыка моей души». Он состоит из 14 пьес, 4 прелюдий, вариаций и 2 сонат. В нашем концерте прозвучит 3 произведения из этого сборника.
Большой вклад в становление музыкальных жанров и формирование национального стиля якутской музыки внес заслуженный деятель искусств России и Якутии Герман Никандрович Комраков. Он родился 29 июня 1937 года в городе Горький в семье выходцев из Приволжья. Музыкальное образование получил в Горьковском музыкальном училище, затем в Московской консерватории имени Петра Чайковского по специальности теория музыки. Еще студентом консерватории он участвовал в экспедициях на Енисейский север и в Верховье Лены, и все увиденное и услышанное в Сибири повлияло на решение Германа Никандровича о работе в Якутии, куда в 1960 году по приглашению Министерства культуры ЯССР он приезжает. 9 лет 1960 по 1969 годы Герман Комраков прожил в Якутске. Композитор начал свои творческие искания с обработки песен мелодистов, а впоследствии внес огромный вклад и в развитие других музыкальных жанров. Он стал автором многих произведений, которые вызвали живой слушательский интерес. Это первая в истории якутской музыки симфония, концерт для фортепиано с оркестром, опера «Песнь о Манчаре», созданная совместно с музыковедом Эдуардом Ефимовичем Алексеевым, и многие другие произведения. Наряду с созданием музыкальных произведений он вел педагогическую работу в Якутском музыкальном училище. Есть у него цикл из 12 фортепианных пьес «Якутская тетрадь», который содержит интересные звучащие картинки детской жизни. Все пьесы цикла представляют собой небольшие яркие зарисовки, картины природы, быта, детских игр, сказок. Сегодня мы услышим несколько пьес из этого сборника.
подошел к концу наш небольшой концерт знакомства с творчеством якутских композиторов. Мы благодарим наших юных пианистов, их преподавателей за труд и желаем им дальнейших творческих успехов. Спасибо за внимание и до новых встреч!